Я передаю слово единственной сначала женщине, давайте, уважаемые великие женщины, наша уважаемая Татьяна, культурные. Добрый день, присутствующие, добрый день, доктор Басан. Большое спасибо, что вы пригласили нас на Дни культуры Палестины, Чувашской Республики. Палестина для всех христиан – это была, есть и будет святая земля. Это богатая история 3 религий – иудаизма, христианства и мусульманства, и ислама. Поэтому Бог един, и Он всем завещает жить в мире и согласии. Но жаль очень, что ваша страна страдает. Она сильная, маленькая, но уверенная в себе, свободолюбивая. И каждый, я думаю, гражданин думает о том, что придет время, когда вы будете жить в мире и согласии. Основным направлением всех центров культуры национальных, я считаю, что это сохранение историко-культурного наследия. И вот я вас хочу поблагодарить, вас и супругу. Сегодня Николай Владимирович тоже получил книгу «Любовь и хлеб». Вы знаете, это вот прочесть ее и сразу поймешь все страдания детей, прежде всего, населения. Но за что все это? И сегодня уже много раз уже говорили о великом поэте, миротворце, члена Организации освобождения Палестины Махмуд Дарвиш. И если бы не вы, мы, наверное, так глубоко не стали бы изучать его произведения. Вот я просмотрела действительно очень много стихов о родине. И каждому присутствующему я хочу пожелать прежде всего здоровья, благополучия. Сейчас проходит Масленица. Это любимый праздник россиян. И пусть с холодами уйдут все невзгоды, а с первыми солнечными лучами придет радость, надежда и всепрощение. С праздником всем! Еще в прошлый раз вы мне подарили книгу, и я уже сказала, что и Центр русской культуры, он, пожалуйста, Центр русской культуры уже более 10 лет проводит работу по содействию для издания, для проведения краеведческих исследований, издания книг. И я хочу подарить книгу «Жизнь во славу Отечества». Это герои Отечественной войны 1812 года. Петр Андреевич Кикин – это генерал-майор, который участвовал в войне. И, может быть, не все знают, вот именно по его инициативе был построен храм Христа Спасителя. Здесь, конечно, от Алатыря боевые действия далеко шли, но вот именно Кикин, Тенишев, они организовали симбирское ополчение. Я думаю, что вам будет интересно. И еще при содействии Центра русской культуры была выпущена книга «Чтобы помнили». Это книга о героях Великой Отечественной войны.